Всем здорово, ребят, с вами я, Удмурт. В этом ролике я познакомлю вас с моим тренером, играющим на центральной позиции. На данный момент у него 13300 ММР. И сегодня он посмотрит два реплея моего ученика. Первый реплей у нас будет на Тине, второй на Инвокере. Будет много полезной информации. Присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Все работает. Приготовьтесь к битве. 30 секунд до начала сражения. Почему именно вот такой вот Старбай? Наботал. А почему не 4 ветки? Не знаю. Битва начинается. Просто ветки. Ты, Хотя четвертую короче, можно было взять, чтоб типа дерево, если что, взять. ну, чтобы ты мог и 4 ветки берешь, тебе, типа, ты можешь там одну ветку схавать, одну там ветку взять и там 2 в стик условно апнуть. И либо еще есть, ну, закуп без ферика там, ну, через 5 веток, у меня так, ну, Кен закупается, у него там 14 тысяч. И есть еще закуп, вот в этот пустой слот, типа, гантельку кладешь, если у тебя там, ну, короче, ну, это условно в клинза так можно сделать, просто у тебя, типа, будет миллион хп, и ты будешь челу каждого крипа донать и каждого крипа добивать. И у тебя ботл, ну, все равно, короче, быстрый получится. Ну, вот условно, у тебя было бы сейчас не 400 голды на руках, а там, ну, условно, там, 200 с чем-то. 270 где-то было бы, условно, да? У тебя бы ботл, ну, был бы на пару секунд, типа, позднее. Да в клинза на самом деле, я думаю, можно было и маленький стик взять. Вот. Ну, можно в целом, но, типа, падло у него. Ну, у тебя задача его просто перекэсить, и чтобы он себе там не таскал ресы, и там, ну, что, он ботл, не ботл покупают. Не, И, динамика тут мало. ну, вот на Тине вот основная сила, вот не вот так вот тычки тратить, смотри, ты бежишь до чела, смотри, у тебя 3 тычки, ты пока до чела добежишь, ты типа раз тычку словил, 2 тычку словил, 3 тычку словил, 4 тычку, 5 тычек словил. И ты за это ему дал, ну там, и тычку, и прокаст. У тебя основной прикол в том, чтобы на первых пачках с вот этой вот штучки все тычки тратить на дена, и только последнюю тычку, когда одна остается, ее, ну, кидать в чела просто. Либо если там чел как-то жестко подошел, допустим, вот, ну вот как сейчас, и у тебя осталось 2 тычки, ты можешь дать ему гречу, тычку и первый. Вот сейчас ты его убивал, кстати. Ну, либо Ферик бы убивал просто. Вот, ну, что-то поздно среактил. Все, запушил линию, Ну, должен скорее всего, спиливать я руну, там забирать не инста. подумал про этот. Чуть поздно стрейфанулся, ну ладно. Короче, я на тинике, когда начал играть вот этом, да, патчи пофиксили, я качал то сначала. Вроде все прикольно было. Когда типы начинают капли покупать, уже не так прикольно. Так что я качаю гречку. Ровно как будто это столько же, типа, Ну гречку да, да, качать, скинуть и да. светки ударить. Там столько же урона, но, короче, еще этот Киатака, он качается, он берет вот такую раскачку, как у тебя, а дальше он, короче, тос максит. Ну, типа ульт на шестом и тос. Вот, вот сейчас тоже непонятно, зачем пошел челу, ну, ебало бить. Ты взял, потратил прокаст, потратил третий, он из тебя также выбил ресы, но при этом у него сейчас, ну вот, водичка, он только что ее съел, и 2 ботла, если у тебя один ботл. Ты просто челу прокаст. Но смотри, у тебя чуть-чуть до левела 4. Подинай ты ему с этой пачки крипов, апни левел 4, уже 100 ему прокаст дай, там, под 4-ю минуту условно. И забери там 2 водички. Так ты даешь прокаст и сидишь тычки ловишь. Ты должен пачку эту агрить на себя, максимально оттягивать ее. Всегда в матчап, где тебя бьют, ты должен пачку на себя оттягивать, тем более на милишнике. Ты зачем-то в пачку встаешь, вот сейчас вот тоже. Ты дал ему пару тычек, у тебя тоса еще нету. Ну вот сейчас только он появился. И ты его убивал, кстати, здесь. Ты должен был добивать этого крипа резко, апать левел 4 в моменте, и давать ему гречу, тычку, тос, тычку и кидать палком бумер. Ну, вот, ну, либо там, опять же, Ферик бы выбил, ты бы там отожрался бы и... Ну, как будто ты его убил бы. Можем.
Вот, ну вот все, вот, сейчас ты типа норм делаешь, но ты это поздно понял, когда у тебя уже 300 хп осталось. О, все, вот подошла пачка, ты не должен идти на него, ты этого ренжа можешь тосом законтестить просто. Ты должен просто стоять, пачку на себя оттягивать и ждать водичку. И ждать того момента, пока он за счет вот этого контеста там с тоса, либо там еще, ну там с гречки контеста останется на вот таких вот ресах. И вот на этом моменте уже идти его убить. Вот сейчас ты должен просто буквально вот здесь стоять и ждать когда гречки. И потом, как Каста. гречка откадешится, ему идеально подойти под КД гречки и убить его нахуй. Вот. Ты что делаешь? Ты пачку так сильно не оттягиваешь и подставляешься под лишние тычки. Ну, то он уже типа хилится, зачем-то палку выкинул просто так. Стик тебе апать не Бизнесмен. обязательно. Тебе на этой линии, ну, в этой игре, нужен либо Fast Blink, либо, ну, Fast Soul Ring, если ты качаться хочешь. Вот, поэтому тебе не обязательно апать стик, потому что, ну, ты можешь просто стик за 200 купить, и тебе этого хватит на первое время. Типа, ты покупаешь стик за 200, потом покупаешь себе, там, этот, ну, тапок коричневый, потом можешь апнуть стик, там, взять Windlace и без... Если, короче, если на тиннике игра плохая, ты можешь себе взять без Soul Ring, взять себе, типа, ботл, стик, тапок, винлейс, купить блинк на 10 даже в плохой игре, и с ним пойти сделать какой-то мув, кого-то убить, и уже после этого взять, ну, Soul Ring, короче. Вот. Это если игра плохая, ну, у тебя здесь вроде плохая игра в итоге вышла. И у тебя вот вышло, вот, понимаешь, у него вот этот спел в 3, и дает ему миллион здоровья, просто потому что ты ему не донаешь. Он даже там 4-й левел раньше тяпнул. У него в целом, ну, экспы, как у тебя, у него не должна быть, у него тычка, ну, вот, у него тычка 40, у него не должно быть, ну, левел такой. Вот часто его убивал, кстати, у тебя фейри, гранатка, 8 стиков тос, ты почему-то испугался. В таких ситуациях, когда тебя убивают, ты должен... Окей, предположим, здесь крипов нету, ты должен стрейфоваться, но так, чтобы подойти к таргету, чтобы, ну, вот сейчас тос кинул, убил. Ну, там, тос, То тычка, стики, граната. гранатка. Да-да-да. И вот сейчас должен был вправо стрейфоваться, чтобы тос нажать. У него КД третий был, да. Вот Да, у такие. него Ну, я не КД-3 был. прокликал, короче, Да, блядь, да, как пьяница. даже дело не в том, что ты прокликал, ты даже не... Да, смотри, окей, у него бы был третий НКД, ну вот на этом моменте условно. Но у него НКД, кстати, но он почему-то его не жал. Свои сооружения. Он С бы здесь третьим он бы просто, выжил, скорее всего. понимаешь, он бы здесь в гречке умер просто. Вот ты вот не побежал бы не назад, а вот дал бы гречку тос гранату, он бы умер просто в гречке, у него бы не было времени третий нажать, и все. А тут он уже, ну, третий нажал, и типа, ну все, не доебаться до чела. Ну, вот к тебе только сейчас пришло сознание того, то, что ты можешь вот с таким хп чела подойти и убить, ну, за 2 кнопки. Я там ману все равно не рассчитал. Ну да. Там тоса не было. И Так смотри, бы он умирал. ты всегда на тине, когда ты сетапишь под гречку, ты всегда сначала даешь гречку, подходишь к нему, даешь тычку и только потом дерево кидаешь. Это по времени почти так же, ты никакую миллиард времени на анимацию не тратишь, чел в стане стоит, и при этом он бы сейчас умер с этой тычкой, и ты бы выжил, и ты бы получил экспу. Так ты ничего не получил, только голду скилла, ну и все, и то потому, что у него там ни стика, ни капель нету. Вот. Эм, Ну и все, ну. И ты в итоге в говно положении. Хотя ты здесь должен был и выживать, и его убивать. Просто запомни всегда, на тине ты даешь гречку, тычку Гречка. и только потом кидаешь, типа, свою хуйню. Ну все, у него левел 6, все, ты, ну, до него не доебаться, он, если честно, не съебется просто. Опс не принес себе, или это твой? Нет, не твой. Опс себе под активку не принес. Центральную башню сил тьмы атакуют.
Тут я решил блинк, типа, сделать. Ну, но это правильно, это ты всегда так делаешь. Ну, а ты себе должен винлейс покупать, anyway. Для мобильности просто. Сейчас вот ты скипнул пачку, типа, зачем ты сюда идешь? Ты видишь, что Клинк занят на карте, он, скорее всего, ну, гангать пошел. Он условно стрейфанулся в бот, ты можешь пойти там в топ выйти. Либо ты можешь пойти толкнуть быстро пачку, покачать вот этот кемп. Вот этот кемп за первый, второй, плюс там тычку и третий, ну, и кинуть дерево фармиться. Ты можешь там, ну, что угодно сделать, а ты вот АФК. Ты можешь пачку хотя бы там подстопить. Ты просто, ну, стоишь АФК и, и ничего не делаешь. Ты ни тавр не пробил, не покачал, не постопил, не попытался мув какой-то. Ну окей, можно еще объяснить то, что ты не делал никакой мув, потому что ты активку ждал. Но при этом активка спавнится, и ты ее не контролишь даже, ты идешь в тавр. Вот. Тебе нужно всегда контролить активку на миду. Вот всю игру абсолютно всю игру ты должен играть под активки. Потому что условная ДД на Тини это, ну, буквально, ну, руна победы. У тебя просто урона, ну, миллиард. Ты буквально можешь игру камбэкнуть, если ты ДД на Тини берешь. Да, даже если у тебя, ну, две шмотки. Непонятно, что вы... Не прокликал, наверное, то, что у него щит. Да не, я тут, ну, типа, тиммейт идет, у меня в голове побежать, помочь. Ну, короче, Ну, тут да. скорее... э, тут скорее начал ты, а побежал уже он к тебе. То есть тут скорее ты его зафорсил больше, чем он тебя. Но он просто войс говорил, побежали. Но смотри, ты всегда, если... Ну вот условно, Это хуйня. у тебя же Вот тут я всегда вот есть... после этой смерти я уже в тильте. Это я помню. Ну, это похуй, типа. Ты не должен, ну, в игре вот с дефолтом какой-то смерти тильтовать. Ты должен, ну, до конца стараться максимум сыграть. Вот у тебя же Это условно, понятно, да. пока он бежит, вот на этом моменте, у тебя есть время, чтобы подумать. Ну, вот он вот отсюда бежит. У тебя есть время, чтобы подумать, это норм или, ну, вы убьете его или не убьете. Ну, просто вот кликаешь. У него есть ПТ, у него с ним 900 хп почти. У него есть щит, с которым у него 1500 хп. У него есть тики, которые еще дополнительно заряжаются. У него есть третий спел, с которым у него 1200 хп. Ну, Мне как бы очевидно, вы его нравится. не убиваете. Ладно бы это был какой-нибудь бэтрайдер условно, да? Или это был бы, ну, какой-нибудь герой, у которого урона намного больше. Но это пугна, типа, у которой ни контроля, ни урона. Ну и все, в итоге ты просто взял, умер за это. Ну да. Ну все, ты вот после этого Вы тут момента быстрые. должен... У тебя должен быть... Ну вот, у тебя вот после этого момента, вот как считаешь, какой у тебя должен быть план на игру? Либо линию загангать, либо лес хуярить Не, и ну, линию. в целом, вот, что ты хочешь в этой игре? Из шмоток или по игре что Ну, сделать? по игре, вот, что ты хочешь в ближайшие сделать 5 минут? Ну, я тут погангать хотел, я потом пошел по Ну, линиям. чтобы тебе Вроде погангать бы. нормально, тебе что нужно? Блинк. Ну, а, соответственно, ты должен с базы, когда, ну, идешь, ты можешь тэпку не тратить вообще. Где-то. Ты можешь не... Вот, ты в ТРне, у тебя чел стоит, ну, в миду экспица, он себе там хочет левел апнуть. Ты можешь ему этот левел ап поставить, пусть по экспице, ты можешь на ноге пойти покачать вот это, там, стакнуть себе условно. Вот здесь пугна там за экспи тапнет себе левел. Вот, и ты, ну, а ты вот здесь покачаешься. Потом там, и потом уже на next пачку выйдешь условно. Тебе, ну, вот ты сидишь, этого чела каждый раз пробиваешь, ну вот, толку тебе от этого, он же через секунду флоу становится, ну все, забей на него, иди качайся уже. Ну окей, вот инвиз выпал. Ты с инвизом должен был инста в топ стрейфоваться, вот эту ДБшку убивать, у нее 800 хп, либо вот эту бабку, которую ты за прокаст шотаешь. У тебя типа погнать сюда стрейфуется, у тебя там Абадон ТП, Я туда и бегу, по-моему. да, ты туда бежишь, но ты туда побежал не моментально, то есть ты заранее не продумываешь, то есть ты должен вот пока ты бежишь к активке, подумать, вот если мне выпадет какая-нибудь хорошая активка, там инвиз, хоста, ДД, аркейн, что угодно, то куда я побегу? А ты об этом не думаешь, поэтому ты взял активку, сначала стрейфанулся обратно в мид, что-то подумал, да не, что-то впадлу, блин, он стик нажал, спалил здесь центряк, и только потом назад развернулся.
это тоже, ну, время. Это условно, это время, которое бабка вот отсюда бежала. Если бы ты инста-стрейфанулся и не спалился бы на этом центре, то, что ты уже, ну, нажал, ну ладно, тут топс стоит, похуй. А, нет, это твой стоит топс. Ты бы вообще не спалился, то, что ты инвист тут взял, и ты бы вот эту бабку бы шотнул спокойно. Ты бы, ну, ну, много бы что сделал, короче. А так, в итоге, ты вот здесь побоялся убивать бабку, ты, допустим, ну, челы уже додумались себе сендряк поставить, ты никого не убил, и вы сейчас все умрете здесь. Просто из-за того, что из-за вот этого замешкания, из-за того, что ты спалился. Умирает Пугна, ну, ты окей выходишь, но ты, ну, никого не убил. Давай посмотрим, может, ты мог кого-то убить. На этом моменте ты должен был идти, вот подходить к Лингзу, тосать его в бабку и кидать в бабку свое дерево, и она бы умирала, скорее всего. Ну, если бы стик не нажала. Вот, ты этого не сделал. Ты просто подошел к бедному Клингзу, дал ему, ну, палкой по голове, ну, и отошел. Хотя Бабку-то ты, я сейчас добью. ну, это ты ее потом только Гречка. добьешь, а мог ее инста добить. Вот на этом моменте ты уже можешь ее добить. Скорее всего, не верю, что могу добить. Ну, нужно пытаться урон рассчитывать, учиться. Вот сейчас тоже тоснуть бабку, кинуть дерево. Ты на месте, да, тоснул? Да, ты на месте тоснул. Ты, ну, ты Нет, же можешь не не на буду. месте тосать, а тосать, ну, в других героев и палкой двоих убивать. Вот смотри, вот сейчас вот просто. Давай твоими глазами. Вот ты знаешь то, что, ну, тут есть бабка, ты уже должен был вот здесь вот кидать гречку по двоим, но окей. Ты стоишь, бьешь, ну, ты мог не инста-тос нажать, когда это тебе еще не нужно. Ты мог подождать, пока подойдет бабка, либо еще кто-то. Либо мог, ну, хотя бы тоснуть в эту ДБ просто для дэмэджа, понял? Либо, ну, вот здесь бабка тоже показалась. Либо в бабку, либо в ДБшку. Ты бы и так убил Вич-доктора, но при этом бы еще бы добил бы бабку условно. Либо там пробил бы ДБ, и она бы сейчас вот этой бы хуйней не занималась. Либо Клингза бы пробил, он бы сейчас умер уже. Вот. А ты, ну, видишь только героя, которого ты бьешь. Остальной файт ты, ну, не видишь никак. Сейчас вот тоже тос не жмешь. Из-за того, что Виндлейса нету, ты догнать типа никого не можешь. Вот был бы Винлайс, ты бы за этой Марси успевал бы, допустим. Тос почему ты не жмешь? И я, если честно, сначала думал то, что ты, ну, сейчас как, ну, не очень умный игрок, тоснешь Абадона на Марсе. Потом я увидел вот этот стрейф, то, что ты под нем стрейфанулся. Я думал, ты сейчас по-умному, ну, типа, тоснишь ее по тауру Наверное. куда-нибудь, ну, и антимаку блинкается, либо на месте ее хотя бы тоснишь, чтобы Абадон ушел. Ты в итоге под нее подошел и просто влево побежал. И в итоге сам за это умер. Ну, а прикинь, вот, если бы ты ее тоснул раньше, и вот сейчас бы был не первый тос по ней, а второй, она же бы умерла бы просто. Ну да. И антимаг бы себе килл получил, Абадон бы выжил, Марси бы была, ну, в говне, ну и ДБшка бы тоже вот этого моего бы не сделала. Вот в плохой игре, ну, вот смотри, вот ты видишь этот драфт, ты видишь то, что ты, ну, нажрался. Вот ты же себе сейчас купишь ПТ саблю, ты считаешь, что ты убьешь кого-то? Не, это так, покачаться. Ну, тебе ПТшка не нужна, чтобы качаться. Ты качаешься, ну вот, у тебя первый, второй спел, ты шотаешь, ну, любой кемп почти, и, ну, с тоста с 12 левелом ты шотаешь пачку любую. Ну, Ну, фейзы можно взять было да, побегать ты или... берешь себе фейзы, просто чтобы бегать, и миллион армора бегать, и выходить из любого файта, и потом ты себе можешь, типа, взять Юл какой-нибудь на сетапчик и на подсейв, типа, там, Юл, Форс, там, БКБ, там, Акторин условно, и все, и ты будешь просто как саппорт с огромным левелом, но у этого самого саппорта его невозможно убить, у него есть сейф-шмотки и на себя, и на команду, у него есть шмотки и скилл на сетап, и у него, ну, миллион урона, и он может там сапов каких-то шотать все еще. Вот, а с этой ПТшкой ты сейчас, ну, ничего не сделаешь просто. Ты сейчас возьмешь ПТшку, ну, если ты хочешь ПТ, чтобы покачаться, то ты должен после ПТ шарт себе покупать.
либо после сабли хотя бы. Это миллион денег. А в такой игре, где у челов на 15 8 тысяч преимущества, у тебя в этой игре, ну, нету такой возможности. Должен покупать все фейзы, бегать по мапе с условным там кентавром, там, или ну, даже антимага можно побегать, чтобы он киллы поделал с монооида. С кем угодно просто себе +1 находишь. Ну, желательно здесь кентавра, потому что он единственный с уроном и контролем. Ну вот, и просто, ну, брать и, ну, какие-то киллы находить, покать челов и, ну, камбэкать игру как там. Ты этого не делаешь. То есть ты просто идешь, ты 15 минут стоишь мид, один раз только сюда стрейфанулся, и все. Ты просто бежишь, челов убиваешься. Ну все, на этом игра проиграна. Вот сейчас, ну вот зачем ты летишь мид? У тебя Т2 уже почти упало, их вы не убьете, они еще просто, ну, выйдут. Ты можешь же пойти, вот, условно, там, покачаться в боте. Ты можешь пойти, там, в топе помочь антимагу. Ты можешь, там, смог нажать какой-нибудь, тэпнуться в двойку с командой смог нажать. В итоге ты тэпаешься в мид опять. Были бы, кстати, фейзы, ты бы его догнал. Ну и все. Ну, ничего не сделал. Опять пошел зачем-то в них, убился. Ну, смысл в этом. Ты никого не видишь на мапе. Ты знаешь то, что их тут, ну, минимум трое. Чё? Ты знаешь то, что их тут минимум трое. Ну, и что ты от них хочешь? Ты вот эту, Марси вот эту тут видел, бабку ты только что увидел. Ты знаешь то, что там, ну, у ДБ ульта, скорее всего, есть. Что ты хочешь вот здесь под Т1 в миду? Ну, банально, даже если у нее нет ульты, у нее, скорее всего, есть ТП. Ну и все, ну и так и происходит. И Ты просто весь доктору наебашить. не шотаешь этого чела Ну да. и умираешь просто. Ну, даже если бы ты шотнул, все равно же говно бы получилось. Ну, окей, Ну ты да. депнулся в мид, ты задефал тогда вышку, окей, это еще, ну, это хороший мув, ладно. Это ты, ну, норм сделал. Потом ты все, ты их прогнал, ну, Пошел почти умер. убил чела, ну, все, забей хуй, все, ты их отогнал, все, не нужно за ними гнаться, ты слабее. Вы все слабее, у них преимущество. Иди, качни вот это, нажми смог, найди там Марси загулявшую, Клингза загулявшего. Вы можете против Клингза, вы знаете то, что он условно, ну, любит топ условно сплитить. Пошли, в центре вот сюда въебали и просто ждете его на пачке. Показался на пачке, взяли, шотнули его. А потом, очевидно, он в топ не вернется, гейтанулись, в боте центре вот сюда поставили и ждете здесь Клингза. Ну, понятно, не АФК ждете, можно там кемпы покачать, там что-нибудь поделать. Можно пачку чуть глубже засплитить. И все, он показался, взяли, убили его. Да я тут уже, ну, вот, наверное, хуй знает, с какой минуты я тут просто уже бегал. Ну вот и все. Вот, вот смотри, вот ты вот отсюда с базы, ну вот у тебя пачка вот до сюда засплечена. Куда ты вот бежишь, непонятно. Ты должен после вот отсюда жать блинк вперед инста, чтобы быстрее добежать. И бежать на этот кемп качать. Потом на этот, там потом на этот, и только потом на пачку. А ты вот так вот просто пешочком пробежал и, ну, пошел маленький кемп бить за минуту. У тебя буквально на 17 минуте 63 крипа. Это, ну, не должно быть такого. Наелся по полной Да. программе. Так, ну, давай тогда на Нокере какую-нибудь игру глянем. Ты, короче, берешь Акторин до травелов, только если, ну, ты эти травела понимаешь, что не будешь юзать, и понимаешь, что покупка травелов, покупку Акторина отсрочит, ну, на миллиард просто. Вот. И ты просто, ну, покупаешь все Акторины, с этим Акторином, ну, там, медасишь чаще, там, откидываешься спеллами, Т2 там свой дефишь, условно, ну и все. Ну вот вообще, смотря Я на... Бактерин второй шмоткой брал, наверное, против какого-нибудь бара, арка, который расплетит, что-то Да такое. не, просто если Наверное. игра плохая, типа, и вас там, ну, давит, и ты А. хочешь через Акторин играть. Вот. Вот смотри, во-первых, здесь, ну, я что вижу, то, что ты тут ни под кого катаклизм не сетапишь. Зачем тебе экзорт и васпек, ну, непонятно. Должен брать виксовый, ну, с виксовым еще же у тебя, типа, на 6-м все 3 сферы вкачаны, Ну да. и кайф. Против тени нужно всегда стараться, ну, вставать. Особенно тут чел не очень на кунке умные. Ты должен... Гринжа Вот он встать. стоит вот здесь, ты должен стараться там вставать где-нибудь вот так вот сбоку, условно.
Либо подальше отходить просто. Вот сюда там, ну вот у него второй спел раньше какой. Прорубай, ну 650. На первом у него левом маленький спеле. очень. Ну вот так вот примерно условно, да. Ну встань ты вот здесь вот просто, чтобы не хавать это. Я тут пока не словил их. По таурам непонятно, зачем ты санстрайк кидаешь. Ты и так его бы добил там под тавером. Просто так ману потратил. Вот чел Всегда условно, боялся, что задонает условно чел. про Мелбиста сейчас там пробьют, а у тебя не будет санстрайка в него, вот под того же твоего друга на шамане. Ты санстрайки используешь так условно на первой пачке какой-нибудь, где тут рейндж, ну, умирает, и ты к нему подобраться не можешь. Ты санстрайк тратишь только в том случае, если ты не можешь подобраться вообще никак к ранжу. То есть, если ты можешь подобраться к ранжу, то, ну, не надо тратить эти 175 маны. Тут я стою максимально аккуратно, типа, от него. Ну, тут молодец. Вот у тебя, так же, как и вчера, у тебя вот спел просто в КД в баре стоит. Зачем, непонятно. Просто перекастуй, санстрайк перекастуй, чтобы он, ну, не улетел, ну, в невесомость. И условный кулснэп, либо там условную стенку. И все. И ты будешь пройдить санстрайк дать, и там, если что, пробить кунку условно. Еще, короче, зачастую, ну, игроки, ну, на конке, они, если хотят тебя торрентом за... Ну, в целом, это все это на любом рейтинге, они будут, ну, по вот этой вот линии давать, типа, торренты. Поэтому ты должен ходить не назад, а в бок куда-нибудь. На миду всегда челы дают по этой линии, потому что они хотят ранжа контестить. Поэтому тебе нужно отходить не назад, когда тебя, скорее всего, не вей зацепит. А влево, Ты вправо. должен либо вправо, либо влево уходить, там, что-нибудь такое. Чел, ну, никогда не торрент вот сюда не даст, потому что, ну, это в башку ему не придет никогда просто. А так вот, видишь, ты вниз уходишь куда-то. Стараешься там что-нибудь такое. Ты, ну, на центре держишься, понял? Ты никогда не должен в центре вескунки стоять. Вот сейчас вот, допустим, ну, норм типа санстрайк ты дал. Водичку не контролишь с форжом, ты должен, ну вот, окей, уже 2.40, ну, уже эти две рунды должно быть давно забраны Я мистером что-то... Кункой. Да, Ну ладно. да там у Кунки батла нет, я что-то и забил. Да все на равно это для ролики. тебя ресы. У тебя маны нету, это для тебя ресы. Ты же, ну вот, пока нихуя не делаешь, ну можешь же пойти и там забрать рунку. Ты этого не делаешь. Тут я санстрайк на мертвый откинул. Уже манки совсем нету. Да, вот, а с водичкой была бы еще мана. Ты еще, короче, на 4-й минуте можешь вот сюда встать, отправить форжа, задонаить вот эту вот штучку и пойти баунти задонаить вражеское. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Кларити непонятно, зачем купил, у тебя 2 нуля, зачем тебе Кларити? 50 голды в мусорку. Нижнюю башню сил света Ты атакуют. еще лес не Сил бьешь, тьмы типа, был ну, убит. в этом нету смысла. Нижнюю башню сил света атакуют. Кунки мог ТП сбить кулснэпом. А пса опять у тебя нету после, ну, с наступлением ночи. Ну, я тебе, как и в прошлый раз говорил, должен вот отсюда качаться. На инвокере форджом вот так бить. Ну, если ты прям хочешь фул лес уйти, то ты должен вот сюда в центр вставать, агрить 2 кемпа, ставить стеночку, ну, и оба кемпа Да. пробивать. Вот, а ты, ну, банально, даже если ты, ну, играешь не на инвокере, ты когда эти кемпы идешь бить, ты обходишь вот так вот, а не вот так вот. Ну, просто визуально тут же будет дуга больше, чем вот отсюда. Центральную башню сил света атакуют. И сагрил, кемпик, молодец, красавчик. Тут я совсем уже его ссусь, потому что у него корабль. Ну, не стоит. Центральную башню Ему не сил хватит света урона на атакуют. тебя. Ну, во-первых, ты до этого должен был, ну, видеть, прокликивать то, что он у тебя там в боте что-то пытался или в топе
Но он какой-то мув сделал, просрал этот корабль. Во-вторых, у тебя 1000 хп, у него, ну смотри, корабль, 350 магического, ну там условно 300 тебе внесется. С этого, ну там 60 урона, уже, ну там 360. Со второго спелла у него, ну предположим, ну 300 урона, да? В сумме 600 там с хуем урона. У тебя останется, ну, 300, 200, 300 хп. У тебя есть ферик, у тебя есть бласт, у тебя есть торнадо, у тебя есть кулснэп, у тебя есть стенка, у тебя есть инвиз. Он тебя, ну, не убьет в жизни. Он убьет тебя только если ты знаешь, как сделаешь. Если ты как дебил подставишься под 2 Тейдбрингера и потом подставишься под прокаст, тогда да, ты умрешь. Засплитил, знаешь, что кунка у тебя в боте стоит. Должен вот этот арп чуть пробивать, чтобы кунка, ну, стянулся. Ты этого не делаешь. Не, я чуть-чуть побил. Ну, нет, И я не вроде. дал нет. А, не, он сразу тэпнулся просто. Ну, потому что ты влево-вправо побегал. Все, должен в эту пачку кидать метеор. Вот прям, вот уже сейчас не бояться его, потому что у него маны не хватит. Ты его Я жду боишься, Тайтбрингера, вроде метеор потом не кидаю. кидаешь. А? А, не, я думаю, я здесь кину метеор, что-то я не помню. Нет, ты метеор не кинул. В итоге, смотри, тебе сейчас придется, ну, ждать, пока вот эта пачка до тебя дойдет. А если бы ты инста кинул метеор, ты бы, пока вот эта пачка бы ресалась и бежала, ты бы вот этот кемп прокачал. Вот. А так ты стоишь эту пачку по тарам бьешь, не добил половину крипов. Сейчас вот эту пачку Ну, я бьешь. там санстрайки И, дал. ну, неважно, пофиг. Окей, ты кидал санстрайк. В итоге ты должен был хотя бы отправлять форджа и стакать себе этот кемп. Раз уж ты проебал тайминг того, что ты его качаешь. В итоге ты пешочком пробежал сюда, вот зачем-то, непонятно, зачем форджам не стакнул. Верхнюю башню сил Я, короче, подумал, что уже пачка идет. Да, ну, ты И всё. подумал, но не посмотрел, видимо. И в итоге опять ты сейчас покачаешь этот кемп, Ну, вот я эта тут, да, пачка я до тут тебя качал дойдет, вначале много и терял. ты, ну, можно сказать то, что ты вот чисто с этого кемпа потерял там, ну, крипов 10 примерно. Просто потому, что ты боишься линию отпушивать. Вот сейчас все, ты вот опять идешь, ты либо идешь, качаешь кемп и теряешь отсюда 4 крипа, нижнюю либо башню сил Тигра отсюда атакуют. теряешь крипов. В итоге ты почему-то выбрал 4 лайновых проебать, непонятно почему. Нижнюю башню сил Опс тьмы поставил атакуют. окей, ну нормально. Молодец. Ну все, у тебя вот тут пол пачки сдохло. Хоть проебал ты килл на Зевсе. И в итоге, ну, опять условно, ты проебал здесь стаки. У тебя, Короче, надо сразу линию отпушивать и да, нужно сразу быстрее бежать. линию Кемп отпушивать. верить. И там, если пачка уже дерется, типа ее отпушить, следующую отпушить и потом в лес, да? Да, да, Вот да. если... Вот здесь видишь, ну, почти Ну, я красавчик. тут тэпнулся на этот, помочь. Ну да, да. Но не Ну, добили. ТП хороший, у тебя тут просто чел на шамане почему-то первый спел не ужал. Ну, раскачка еще говнище какая-то. В доту не играл 2 месяца. Ну, не важно. Ну, короче, Ну от да. тебя, ну, мув норм, у тебя тут просто... Но я бласт не успел докинуть, на самом деле. Я там, скорее Да. всего, успел бласт докинуть. Ну, короче, от тебя мув норм, ну, и в целом в итоге всех-то и убили, так что, ну, ты вот красавчик, вот Но видишь? только я умер. Но все равно это для твоей команды как... Ну, понимаешь, если ты сделал мув, за который умер ты, а у врагов умерло 4 героя, для тебя, может, это и не очень, но для твоей команды это мега гуд, и, соответственно, твоя команда камбэкает, и ты за счет того, что твоя команда супер охуенно камбэкнула, у тебя есть время, чтобы покачаться за твою смерть, а не помогать Ну тебе да. в ней. Вот, поэтому нормально. Ну тут я ему ничем не могу помочь. Тут непонятно зачем, ну, ты сам сказал, тут я ему не могу ничем помочь, и почему-то пошел в Ну да, торнадо да. кинул, нахуя, непонятно. Я Просто хотел взял, этого убить. ну, хорошо, Дракона. инвиз хотя бы нажал бы. Как... Пулька прилетела. Подожди, ну, вот твоими глазами. Просто тут только что на твоих глазах шамана пиздила 2 героя. Ты не видишь никого на мапе, ну ты не видишь второго сапа на карте? Или это кто? Ну, это сап, там, Зевс керри. Это саб, да. Да. Ты видишь второго сапа на карте, ты не видишь, ну, все, вот ты на карте,
ты видишь только двух героев у тебя в миде и Беста, остальных двух героев ты не видишь. То есть ты не видишь Зевса, и ты не видишь Муэрту. Вот. И зачем ты хочешь... Ну, банально, ты бы даже напал в этого Джакира, бы нажал нормально кнопки, ты бы его не убил вот эти 1000 хп никак, и тебя бы anyway в размен убили даже без Муэрты. Короче, я когда кинул торнадо, я понял, что уже хуйня. И побежал назад. Ну, ты должен это... Ты прежде чем нажать прогаз, ты Да. должен подумать. Ну, ты сначала должен думать, а потом Ну да. действовать, а не действовать, а потом думать. Слишком долго смотришь сюда, ты вот тут АФК стоишь, типа у тебя пачка по тару, у тебя вот это вот. Центральную башню сил света Слишком долго ты на санстрайк засматриваешь, ну, целишься им, короче. Ты должен посмотреть, хп еще много, ну, убрал обратно камеру. Там, посмотрел опять, хп, ну, уже норм хватает, кинул санстрайк, все, сразу убрал камеру, на санстрайк ты не смотришь. Ничего не поменяется. В итоге ты этот кемп уже давно мог закачать, уже бы эту пачку отпушил и условно бы добил бы этот тауэр. А так ты сейчас только вот этих, ну, крипов бедных добиваешь. Должен это стакать сейчас. Ну ладно, добил быстро с Мидасом, окей. Ну, так даже лучше. Форджа зачем-то бедного заденаил. Пачка вот здесь Ну, умирает хуёво просто было. о пол. Непонятно, ну почему. Должен в нее, ну, метеорчик хотя бы откидывать и форджами в тауэр пушить. нижнюю башню Так, сил давил света тэпку, молодец, башню сердца красавчик. не разрушена. Кнопки нажал не очень. Ну, смотри, вот ты дебнулся, Нижнюю ты видишь, что башню здесь сил Муэрту тьмы атакуют. 600 хп, и видишь этого чела 900 хп и 20 стиков. Во-первых, очевидный выбор, ну, убивать Муэрту. Ну, Нижняя окей, башня ты сил почему, тьмы ну, разрушена. считаешь, что тебе урона на кунку хватит, ну, тогда бей до конца кунку. Почему ты нажал прокаст в этого чела и переключился резко, ну, на этого чела? Ну, добей ты его, ты сейчас ему дашь, ну, буквально пару тычек и бласт, он умрет. Ну, почему ты переключился на Муэрту? Ты сейчас в итоге, ну, никого не убьешь. У нее, во-первых, Не, непонятно, Мэтли почему убил. нет ульты. Во-первых, он должен был... Ну ладно, окей, ты его убил. Ну, ты точно так же бы с кункой Изерца сделал. еще убил. Вот, видишь? Ну да. Ну окей, красавчик, Изерца Дистас, подстрелил санстрайком, еще. молодец. Ну вот прям сейчас Да можешь... что-то... Нет, я, короче, поверил, что я кунку могу убить, потом не поверил и пошел эту хуярить, потому что у нее ульты нету. Ну... Странно это, странно. Мог травла себе купить вместо вот этой тиары. И на травлах. Вот ты же видишь то, что тебе постоянно... Вот у тебя, типа, стоят еще две вышки, и ты видишь то, что постоянно их хотят забрать. И ты видишь то, что постоянно какая-то движуха происходит на карте. Тебе от этой тиары, ну, ничего не будет. Ну, возьми ты себе травла, и просто стой, качайся, и по КД летай к команде, мувы какие-то делай. По КД там, не знаю, вот это вот добей, там, вот это вот добей. Летай к команде. А ты сейчас с этой тиарой, ну, ничего не сделаешь. Должен сначала травла был брать, если ты хотел, ну, через Актерин поиграть. Ой, глиф на мой метеор нажал. Да, вообще, с экзортовым аспектом ты можешь брать Агним сначала, потом Актерин. Чтобы, ну, у тебя катаклизм был просто. Чтобы ты хотя бы под вот этого шамана давал, ну, Катаклизм. катаклизм, и чел бы умирал нахуй. Вот с экзортовым аспектом сначала Ган можешь брать. Но если игра прям мега без контроля и мега какая-то пассивная, то можешь Актерин взять. Но здесь вроде игра Если игра достаточно... мега пассивная, то можно было и другой аспект взять. Не-не, даже Ну, если она мега да. активная, но не под что сетапить, ты все равно виксовый берешь. Вот. Если игра, ну, типа, ну, не быстрая, тут она очевидно Тут я не нормально быстрая. вроде тянулся. Да, вот тут ты наконец-то понял то, что ты Только уже меня мог убить. подстрелили. Верхнюю Ну, башню это, сил света это, ну, атакуют. отчасти твой бет, то, что ты, ну, пошел на пачку зачем-то на 80 хп. Я на Мэрту смотрел, вот прямо сейчас я на Мэрту смотрел. А чё ты И на нее типа, смотришь, у нее 700 хп, чё ты от нее хочешь? шаманчик может светить. Ну, это он, ну, У него смотри, скоросвязка. смотри, вот ты пока стоишь лоу хп, ты должен, во-первых, инстакастовать инвиз, а не санстрайк ебаный. Во-вторых, смотри, вот просто банально занимает полсекунды. Кликаешь шамана, у него 5 секунд КД связки, кликаешь Муэрту, у него 800 хп. Что ты от них хочешь, непонятно. Ну, нажми инвиз, ты похилься. Верхнюю башню сил света Либо на атакуют. базу тэпку вдави с базы на эту Муэрту, смотри. Ты вон с этой тярой бегаешь, Нижнюю ну, башню сил нихуя сделать. сил света не убит. Верхнюю башню сил света атакуют.
башня сил Центральная тьмы башня сил атакует. тьмы Верхнюю разрушена. башню сил тьмы атакует. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Нижнюю башню сил света атакует. Да, с травлами. Я же все равно по линиям тэпался, может бы с травлами смог бы больше Да, качать да, и я об больше по этом и команде говорю, да, подключиться. я уже об этом тебе и сказал, то, что ты бы Ну да. вот в эту движуху бы шел не на ноге через полкарты, а прилетал бы на травелах сюда и был бы уже здесь. И при этом ты бы в это время качался. Так у тебя, ну, крипов очень мало выходит. Тут у меня Метеор не надо было, СКД когда был. надо было бласт скинуть просто. У тебя метеор 40 секунд кидаешься, тебе метеор на пуш нужен, а бласт тебе нахуй не нужен. Верхнюю башню Бласт, сил там, света бласт атакует. стенку поставил бы. и всё нормально. Центральную башню сил тьмы атакуют. Непонятно, почему там, ну, дальше не побежал, непонятно, почему... Там гуля, потому что... Ну, ты гулю боишься? А, это твоя Да гуля, он чё меня ты гулю-то крипов боишься? пиздит. Смотри, когда вы вот здесь сделали мув, гуля вот здесь стоит ебашится. Ну, ты можешь себе позволить вот эту пачку пойти скипнуть. Потому что он вот сейчас налево побежал. Почему ты не хочешь направо побежать? Эта пачка сейчас об воздух умрет. Центральную башню сил тьмы атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Да он тупой какой-то на гуле, я не знаю. Что он фармит? Ладно, не суть. Мы за твоей игрой Силы как бы тьмы смотрим. используют сканирование. Здесь тебе, ну, не надо было как будто сторона начинать, ты мог как будто до него просто добежать, дать ему метеор, Cool Snap Subtract инста. Вот. Возможно. Но я еще не так Возможно, чувствую так и про есть. касты. И еще, Ну, во-вторых, да. смотри, ты должен, ну, смотри, ты бежишь вот отсюда вот, да? Ща, давай на 0.5, 16 поставим. Банально то, что ты, ну, смотри, вот ты бежишь вот отсюда, тебя уже видно, он должен бежать не вот сюда, а вот сюда вот. И отсюда ТП-аут условно дает, но у него там 5 секунд, когда похуй. Ты должен бежать был не вот отсюда, ты должен был вот отсюда вот бежать. И вот отсюда ты бы точно дал ему метеор Cool Snap. Либо если бы он стрейфанулся в топ, додумался бы, ты бы уже туда торнадо бы кинул. А так ты показался, он мог инста вот сюда стрейфануться, и ты бы его, ну, не догнал бы банально. Ну так, ну он тупой оказался, окей, повезло. Но ты должен вот эти... Ты всегда, ты на любом герое, в любой игре должен стараться муваться так, к файту герою так, чтобы тебя не было нигде видно. Чтобы даже условно на варде тебя бы тяжело было заметить, чтобы условно ты бы вот так вот по кустикам бежал, и тебя бы даже условно на варде, который вот здесь где-нибудь стоит, не было видно. А так ты бежишь вот сюда и просто в пачку бежишь, когда чел вот здесь стоит. Не должно быть такого. Всегда должен по кустикам шариться аккуратненько. Прям Торментора должен Торментора забрать. добили, у тебя есть торвала. Почему ты муваешься вот сюда, когда ты можешь тэпнуться в бот, вот эту пачку вкусную закачать, замедасить катапу? В мид ты не можешь тут гуля, ну ты должен тэпаться в бот отсюда моментально. Ну, Я это пусть будет, только не ну, не моментально. моментально, понимаешь? Очень, очень долго. И почему-то потратил метеор, когда у тебя 2 героя в таверне, а остальные, ну, до тебя не доебаться просто. Непонятно, почему ты метеор должен был быстро разбирать эту пачку, идти в инвизе вот сюда и уже на эту пачку... Ну, не в инвизе, ты должен с кастованным метеором плюс инвизом бежать сюда по кустикам аккуратно вот так вот. Кидать вот сюда метеор там плюс-минус, да? И уходить там в инвиз. И уходить просто там в лес куда-нибудь, еще куда-нибудь. В итоге эта пачка, ты до нее форджей даже не оставил, да? А форжи у тебя в К просто стоят. Ты, короче, чтобы форджей не контроль, ты просто выбираешь форджей и просто нажимаешь А, и на конец линии просто вот так вот. Сюда вот тыкаешь А. Если они по пути встретят вот эту пачку, они начнут эту пачку бить. Аналогично вот здесь, аналогично вот здесь. Просто нажимаешь вот здесь форджей, вот здесь призвал их, нажал вот сюда атаку. Они все по пути вот этот кем встретят, начнут его бить. Ой, кем, пачку. В миду то же самое. Вот сюда нажал, они встретят, начнут бить. Так. Тоже непонятно, зачем метеор кинул. Ты знаешь то, что у тебя там
Единственный герой, который тебя здесь может подсетапить, это Муэрта и Primal Beast. Муэрту ты видишь в миду, Primal Beast, да, ты его не видишь, но Primal Beast ты услышишь, если он в тебя закатываться будет. Ну ладно, у него блинк есть хуевастенько, конечно. Но, ну, все равно, ты не должен настолько, ну, бояться, короче, его. Ну, бояться вот так вот на линию уходить. Ты должен, ну, хотя бы, вот, ты форже здесь не оставляешь. Должен форже оставлять. Должен, ну, кидать форжа. Если ты боишься вот этого беца, то, что он в тебя блинканется и убьет тебя, должен стоять в кустах, призывать форджей и кидать лакарти на форджа, а не метеор отдавать просто так. Ты вот метеор должен кидать на вот эту next пачку, на которую уже прям, ну, вообще, ну, нельзя выходить. И в итоге ты с травелами, ну, сидишь и бьешь лес. Хотя ты можешь, вон, в топ тэпнуться килл поискать в лесу. Можешь в мид тэпнуться килл поискать в миду. Можешь вот эту линию вот до сюда сплитить и отсюда улетать куда-нибудь. Должен с травелами находиться на разных линиях просто. Чтобы тебя невозможно было найти и убить. А ты на одной линии находишься. И пешочком бежишь на другую. Ну, иди ты пешочком добеги до сюда, прокачай по пути это, вот это забери форджом, вот эту пачку, которая будет вот здесь, забери метеором, и тэпнись в мид на травелах. Это плюс, ну, для тебя это плюс 600 голды условно. БКБ на инвокера вообще никогда не покупает, это, ну, говно полное. Ты на инвокере всегда стоишь сзади, и всегда стоишь, ну, и всегда нажимаешь прокаст, и чел умирает. Тебе БКБ никогда не понадобится. Ты всегда в сейф-зоне, ты никогда не показываешься на линиях почти. Тебя убить на инвокере невозможно. Если ты умираешь на инвокере, на линиях, на пачках во время фарма, то ты нуб на инвокере. Вот. Поэтому БКБ нет смысла покупать. Ты должен был, ну, вот, брать инста... Ну, и тем более, даже если ты хочешь по какой-то причине БКБ, ты БКБ берешь после какой-то шмотки на дэмэдж, понимаешь? То есть в том случае это Аганим, либо какой-нибудь там Атос, или там что угодно. Там хотя бы, там, ну, не знаю, Орчит условно, что-нибудь такое. Ты этого не делаешь. Ты себе Актрин БКБ, ну, это бред, короче, полный. Ну и все, и вот толку ты с этим смоком влево-вправо бегаешь. Ты на окере должен качаться и прилетать на травелах. Если бы ты был на квас-виксовом, там, с условной ПТшкой, Весселом и там Арчидом, то окей, бегай, тебе никто, ну, не запрещает. Но с травелами зачем у тебя ТПшка в любую точку карты на крипа? Ну, ты можешь, кстати, на этих, на тамбу тэпаться, ну, на зомбиков от тамбы. Ну, понятно, их там убьют, конечно, но все, ну, вот условно. Вот этот зомбик стоит, его не пробивают, ты можешь тэпку на него вдавить. Дирста убили. Ну, молодцы. Я то, просто что- решил с командой побежать. Да, ну, то, что ты хочешь с командой поиграть, это хорошо, ты молодец, но ты выбираешь не оптимальный вариант, как с ней играть. То есть ты должен, ты вот... Она начинает файт, ты должен к ней на травелах тэпаться, а не бежать с ней через полкарты, тратить 2 минуты времени своего. Ты в это время должен там пушить вышку, толкать линию, качать лес, что угодно, но никак не бежать с ней тупо в тупую. Не должно быть такого. Ну, ладно, окей, молодец. Уже то, что... Че фарм самый еще хуёвый. А? Ну фарм, короче, все равно еще хуёвый. Да, да. То есть ты кидаешь метеор, когда это особо не нужно. Вот. Ну, то есть по билду ты должен был брать Агоним Актарин, ну, либо с Виксовым аспектом, если бы нормально, ну, играл с Виксовым, взял бы себе также Актарин Агоним. Сначала должен был брать Травела, потом брать, условно, ну, здесь можно вбаить какой-нибудь, не знаю, сейф-шмотку какую-нибудь по типу форса против Муэрты и Кунки, чтобы из них, ну, выфоршиваться просто. И там взять условно там Хекс просто. И там Хекс рефрешер какой-нибудь. И все, и вносил бы миллион импакта. А так импакта, ну, не миллион. Тут, короче, у меня еще проблема, типа, в лейте, вот в лейте на инвокере все уже. Залупа начинается. Ну вот, В вот это вот не плане надо покупать прокаста. никогда на инвокере, если что. По-разному. Да. Ну и Witchblade тоже. А у тебя с прокастами именно проблема?
В плане, влетел уже, я не знаю, какие прокасы давать. А у тебя всю игру, ну вот смотри, сейчас эти, ну... Типы просто нажимают БКБ, я просто бегаю рядом АФК с тиммейтами, так Ну смотри, получается. если у чела в БКБ, ты можешь их батить на это БКБ. То есть, условно, ты можешь... Ну вот у тебя там, Приготовьтесь к битве. предположим, вот такие вот шмотки. Да. Неважно какой аспект. Ты можешь челу батить на БКБ. Ты можешь подойти к челу, условно нажать ему вот так вот. Он от страха, ну и сделать вид, то, что ты еще хочешь что-то ему сделать. Он БКБ нажмет от страха. Разбатил на БКБ. БКБ закончилось. Заранее стоишь в кустах, условно, либо там задалеко и видишь его, да, то, что он тут. Вот видишь то, что он тут. Нажал на себя заранее лакерти. Скастовал там вот так вот, да. Обязательно первый метеор, чтобы, ну... Почему первый метеор? Потому что должна быть такая привычка, чтобы когда у тебя был рефрешер, и ты перекастовывал с вот Метеор, этой Вик 2 хуйни, был. перекастовывал условный самстрайк, то у тебя этот метеор не уходил, чтобы ты второй метеор вжал. А вот если у тебя будет вот так вот, то ты в чел с рефом прыгнешь, там, ну, нажмешь в него прокаст, то ты нажмешь в него второй кулснэп, а не второй метеор. Вот, поэтому, ну, всегда сначала первый метеор. То есть, условно, вот у тебя вот так вот в касте, да? Вот так вот. Кинул на себя заранее лакерти, ты знаешь, что он без БКБ уже, ты только что из него его выбил. Лакерти нажал на себя заранее, скастал вот так вот, ну, типа, прыгнул, ну, там, дал метеор, все, чел умер. Ну, ну, я хуёво нажал просто. Так он умирает там за хекс. Типа. Все, он дед. Ну я еще какой, я вот КСФ делал, в инвизе давал сразу Хекс, Катаклизм, этот Cold Snap, Meteor Blast. И что-то урона, блядь, не хватало тогда. Уже под конец, ну, короче, под конец как будто урона не хватает. Ну, если трон не хватает, Пиздец. рефрешер себе покупаешь, вот, либо тоже, ну, вот, Шиву какую-нибудь. Да, тебе должна хватать урона, но вот смотри, стоит, ну вот, 2500 хп чел, ну, я же без рефрешера его спокойно убиваю. Даже я его без тычек убиваю буквально за хекс. Ну вот, я стою в инвизе, я скастался вот так вот, я даю, ну вот, подхожу к нему, я подхожу к нему, чтобы замедлить, инста, ну, нажимаю вот так вот все, даже без шивы, без нихуя, все, он умер, он там торнадом добить. Все. Короче, сначала пытаться байтить на БКБ, а потом прыгать Да, уже если у основной чела есть прокат. БКБ, то ты ими байтишь на БКБ, ну вот буквально с дистанции, то, что ты ему, ну, вот так вот даешь там как-нибудь. И все, он вот с этого БКБ нажмет, он испугается, скорее всего. И все. Ну, потом, ну, дальше вот все, дело вот так вот просто нажать. Основной прокат это там Хекс, Метеоры, там вот, Да, Катаклизм. основной Что-то прокаст хуйня. это у тебя идет, даже, ну, без гана у тебя основной прокаст идет, ну, ты, типа, там сблинкали бы из инвиза. И если ты с блинка это делаешь, ты на себя заранее кастуешь лакость, если нет, то вот так вот. Нажимаешь там инста, метеор, кул, снэп, хекс, ну, и там, и вот так вот просто. И все, он умирает. А Вот. с ветров не надо прокат, С ветров или иногда никогда в только жизни не можно начинай цветов. прокаст. С ветров ты можешь начать прокаст, если там челы в пятером в кучке встали какой-нибудь. И ты хочешь, чтобы там твоя команда еще прыгнула под этот торнадо. И ты тогда вот, если челы вот так вот встали, там, ну, вот так вот условно, вот так вот как-нибудь, то ты можешь там кинуть торнадо, там, ну, там, вот так вот, там, вот так вот, вот так вот. То ты можешь это сделать. Вот. Но, ну, в целом по игре ты никогда, ну, вот так вот в чела, ну, не начинаешь. Это бред полный. Вот. То есть стараться этой хуйней не пользоваться, да. Да, да. Ты этой пользуешься, Вот. ты торнадо юзаешь, только там сбить ТП, либо догнать чела, он условно вот здесь где-нибудь стоит, и ты хочешь просто его подсетапить. Вот если он далеко стоит от тебя, то ты там кидаешь сначала торнадо, потом пул снэп. Ну, поближе стану. Сначала торнадо, потом, ну, пул снэп, чтобы он не убежал. Ну и потом там что угодно делаешь с ним. Там, бам, там, бам. Вот. Ну, все в целом. Еще, ну, ты вроде так делаешь, но на всякий случай, если не делаешь, ты всегда, если хочешь вот такой вот прокаст нажать, ты всегда сначала кидаешь метеор, и потом кулснэп только, чтобы он не выбежал. Потому что если ты кинешь сначала Да. кулснэп, а потом метеор, то чел выбежит просто. Да все прокасты с колдснэпом сначала кнопку, а Да, потом да, да. колдснэп. Молодец, молодец.
Это я понял. Вот. В целом. В целом нет вопросов тогда больше? Да, да, в принципе, да. Вроде понятно. Все. Ну окей, тогда если Что там чё... подытожить? Ну, С Тиником, что там? Я понял, что вначале хуй забить на то, что вот эти тычки санные просто крипов дынаить, потом прокастами пользоваться, типа прогревать от себя, отводить пачку, не стоять АФК в миду, что там да, еще? можно блин купить без Напомните. соуринга, если игра плохая. А, вот, по билду на тени, вот. Это я так и не спросил. В Ну, принципе, как билд строится, я просто, ну, вот, смотрю на тот же протрекер, открываю, там все просто какую-то разную хуйню да, да. собирают. Ну, не в плане хуйню, а в Ну да, плане я не я понял. понимаю, Смотри, чем они руководствуются. смотри. А если у тебя... Ну, вот, условно, у тебя вот такой вот Старбай, ты там себе купил... Ну, я просто, чтобы слоты не занимать, куплю вот дефолтную штуку. Там Тангуса ты схавал, это ты схавал. У тебя, допустим, ну, обязательно тапок Винлейс. Ну, и Мгм. смотри, если у тебя... Короче, если ты стоишь линию там финал, то ты сначала берешь тапок, потом соуринг какой-нибудь, условно. Тапок, соуринг и Винлейс. Если у тебя все Я совсем вообще плохо, помню, в Финда стоял, я сразу фейзы вообще брал. Не ну, знаю. нет, И так, закидывал так его. не очень, так дорого слишком. Если игра Окей. плохая и нужно ее камбэкать прям у всех, то ты можешь без соуринга взять блинк и с ней камбэкнуть и потом соуринг дотарить. Вот. Если берем дефолтную игру, среднюю, то у тебя вот такой вот закуп, ты берешь себе блинк всегда, потом ты себе берешь, у тебя выбор дальше. Если ты с мида вышел, там, хорошо поставил мид, условно, там, 4, там, 200, 4500 на это вышел и поделал пару киллов с этим блинком, то ты можешь взять себе ПТ, саблю и шард. И с ними ты будешь, ну, у тебя условно левел, ну, вот такой вот. У тебя вот такой вот левел, и ты, ну, сможешь там чела шотать, там, предположим, да. Ну, там, чуть больше 1000 хп убивать. Ну, понятно, у него там резиста поменьше будет. То есть, если взять там какую-нибудь бедненькую цемочку. Сейчас же проказ не скейлится, типа гречка тост, да? Можно просто продлевать спылы. Сейчас же Да, нет да, ты такого, должен что продлевать, ты гречка должен, тост типа, в больше. чела блинкаться, давать ему дабл тычку, подходить, давать тос, там, тычку и Мгм. дерево. Ну, все. Вот. А то раньше-то там скейлилось, а сейчас Да, да. почему-то убрали. Вот. Нахуя, непонятно. Смотри. Вот, ты себе типа берешь саблю, и там условно дальше у тебя, ну, миллиард выборов. То есть, если ты огромный, то дальше ты можешь взять там, если нужен диспел, в ту же цемку, там, да, и арчиды, можешь взять себе манту Ю просто. какой-нибудь. А. Вот, если у Я тебя все просто видел, хорошо, часто в мага билдятся, типа там ну, Юлы, но не, Акторины. если у тебя все хорошо, то ты можешь физ билдиться. Можешь взять Мгм. сию себе просто, ну, на... Ну, чтобы в БКБ контроле всякие. Можешь взять себе против дровки условно, либо просто, если вы пушить хотите и т.д. и т.п., можешь взять керасу. Если просто дефолтная игра и там какие-нибудь дизрапторы, там контроли, Леоны, Шаманы, берешь БКБ себе. Там, потом ты себе там берешь условно керасу и там криты какие-нибудь, предположим, вместо Солринга уже. Вот, и с таким билдом, ну там у тебя уже там левел 25. Короче, смотри, по Аганим таликам... берется. Не, Агним не бери никогда. Вот. Короче, если у тебя физовый билд, то на 25-м берешь левый талик. Если маг билд, левый Ага. талик. Вот. И вот условно у тебя с вот таким билдом, ну, ты типа в чела прыгаешь. Бам. Бам. А нету героя. Вот. То есть, если вообще игра нормально идет, то сразу ПТ сабля, а так, если ПТ не сабля очень first. более-менее, Да. если не очень у моих типов, можно, ну, просто надо фейзы брать, да, Да, бегать, надо помогать фейзы, побольше. типа в саппа... Не, это именно если не у твоей команды, это если именно у тебя не очень игра, то ты берешь себе фейзы и в мага собираешься. То есть, условно, опять же, вот возьмем Ботл, стик, где стик? Вот так вот, да, у тебя, и Soul Ring, предположим, ты взял Блинк, дальше ты себе, там, ты себе взял Блинк, сейчас дальше ты себе, типа, берешь фейзы, потом ты себе берешь, смотришь, что тебе надо. То есть, зачастую это Юл,
иногда это какой-нибудь, ну, еще там Юл плюс Форс, там в Клоков, в Рингмастеров, там в Кунг и т.д. и т.п. в Инвокера того же. Вот. Потом ты себе Ты берешь... магию можно глиммер брать? Не-не, не надо. Тебя не пробьют, у тебя хп миллиард, у тебя форс есть. Вот условно, в тебя там цемка хочет проказать, левел 30 там бежит на тебя, вот так вот в тебя нажимает, ты просто упорсываешься из-под нее, все. При этом форс даст тебе и на команду, там, и т.д. и т.п. Вот. Так. Потом ты себе берешь, ну, БКБ просто, чтобы не умирать. Потом ты себе, ну, берешь уже Акторин. И смысл вот правого 25-го талика в том, что ты, ну, будешь с Акторином гречу каждые 5 секунд кидать. Вот. Это очень сильно. По игре с магическом тени, ну, в целом, на мидовом какая у тебя раскачка должна быть? Ты, ну, берешь там третий спел, с базы берешь сразу. Вот такая вот у тебя, да, раскачка. Потом вот так вот берешь, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ты, короче, максишь сначала то, сталик ты на 10-м никого не берешь. На 12-м ты качаешь ульт, потом ты И так вмакшиваешь дерево, Ну, и только потом на 15-м ты берешь себе вот этот талик. И только на 16-м ты берешь вот этот талик. ага. Вот так вот ты, короче, качаешься. Ну, на 20-м ты там берешь там себе правый, и на 25-м я уже объяснил. Вот. Ну, все в Ну целом. да. Вот, еще, ну, из, ну, не знаю, какие-нибудь фишки, условно, э, не знаю, ну, с Юлом, предположим, есть фишка, то, что если, ну, вот ты же знаешь, как нулик с Юлом, да, работает вот так вот, да? Ну да. Вот, если, короче, ты хочешь себя заюлить, а там у чела лот, ну, у чела лотус, и в команде у них есть нулик, то есть в тебя чел кинет нулик, а ты дашь юл в лотус, то он не скинется, короче. Вот. Также с Этериум работает. Вот. Потом еще что есть. Если, короче, еще в тебя, ну, чел с нуликом, ой, и с арчином, то даже если он тебя даст нулик плюс арчит, а ты себя заюлишь, арчит скинется anyway. Вот. Ну, это я знал, да. Да-да-да. Еще что есть прикольного такого? Ну, все, наверное. Ну, вот, короче, ну, вот это тебе, скорее всего, когда-нибудь да поможет вот эта вот хуйня.